Бердымухамедов меняет Конституцию. Таджикистан – 133 место в мире по скорости мобильного интернета. Узбекистан – теперь все должны быть ханафитами. Экс-президенты Туркменистана будут пожизненно являться членами Халк Маслахаты, Национального совета, Верхней палаты двухпалатного парламента, который будет создан в стране после реформы законодательной власти. Эти предложения содержатся в проекте изменения Конституции, который Госинформагентство Туркменистана опубликовало 24 февраля. Согласно проекту, каждый экс-президент после ухода со своего поста будет оставаться членом Халк Маслахаты, если только сам не откажется от этого права. Ранее в Конституции Туркменистана вообще не говорилось о судьбе бывших президентов. В проекте новой редакции Конституции говорится, что исполнять обязанности тяжело больного президента должен будет глава Халк Маслахаты. Стоит напомнить, что внесение подобных изменений в Конституцию страны стало поистине трендовым для диктаторских режимов стран СНГ. Казахстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға. Так, например, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2019 году формально ушел в отставку, на самом деле сохранив власть в стране, оставаясь главой Совета Безопасности и так называемым лидером нации. Бабавари мардум ва бамакоми вакили халк ноишуданатон. Аналогично поступил и президент Таджикистана Рахмон, присвоив себе к 2016 году статус лидера нации и гарантию неприкосновенности. Движение к этой цели, уважаемые коллеги, возможно только при... И, наконец, из самых последних примеров январское обращение к Федеральному собранию российского президента Путина, который, по мнению экспертов, запланировал такую же комбинацию ради сохранения власти после 2024 года, только посредством такого органа, как Госсовет. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными. Чувство, будто мы равняемся на такие страны, как Туркменистан, Северная Корея, африканские страны, в которых интернет стоит очень дорого. В Таджикистане скорость интернета остается самой низкой в регионе. В обновленном рейтинге Speedtest Global Index по скорости интернета, по данным на январь 2020 года, Таджикистан ухудшил позицию на одну строку. В обновленном рейтинге по скорости мобильного интернета Таджикистан занимает 133 место из 140 стран мира со скоростью скачивания 8,98 мегабит в секунду и загрузкой 5,4 мегабита в секунду. Самый плохой рейтинг у Палестины, где скорость скачивания 6,43 мегабита в секунду и загрузка 2,16 мегабита в секунду. Напомним, аналогичная ситуация наблюдается и в соседнем Туркменистане, где так же, как и в Таджикистане, мобильный интернет является очень дорогим и медленным. این حال در تاجیکستان زیاده از 3 میلیون مشتریان شبکه‌های اینترنتی موجود بوده، زیاده از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه‌های. По мнению наблюдателей, как власти Таджикистана, так и власти Туркменистана намеренно завышают цены на интернет и умышленно занижают скорость соединения, чтобы ограничить доступ населения к беспрепятственному получению информации. Поскольку единственным доступным источником правдивой информации в этих странах является интернет, и, как показывает сегодняшняя практика, именно всемирная сеть стала инструментом активизации народных революций против авторитарных режимов и правителей-диктаторов. Правительство Узбекистана в своей борьбе с исламом начало прикрываться ханафитским мазхабом. Нам сверху пришло указание, чтобы мы провели объяснительные беседы по этому поводу. Я вам говорю, что все должны придерживаться общепринятого у нас ханафитского мазхаба. Если вы не понимаете по-хорошему, тогда с вами будут говорить по-плохому. Окажетесь в таких местах, где нет условий для совершения намаза, где просто не позволяют совершать намаз, сообщил имам одной из столичных мечетей Исхок Мухаммад во время одной из своих проповедей.
На данный момент во всех мечетях ведется видеонаблюдение для выяснения того, кто каким образом совершает намаз. Нам сказали, если кто-то не согласен следовать традиционному в нашей стране мазхабу ханафи и проявит свое несогласие в совершении намаза или высказываниями, в таком случае уже мы будем разбираться с ними, и это не угрозы. Все, что вы делаете и говорите в мечетях, находится под наблюдением, заявил имам. Он предупредил всех прихожан о том, что это требование высшего руководства Республики Узбекистан. Также в узбекском сегменте Фейсбука распространилась фотокопия соответствующего документа, указывающего на данное решение правительства. Отметим, что аналогичный прием применяют и власти соседнего Таджикистана, где после объявления в 2009 году годом имама Абу Ханифы правящий режим ужесточил борьбу с любым проявлением ислама, что продолжается и по сей день.